Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Пытаннічкі». Мне зовут Дмитрий Лукашук, и нашим сённяшнім гостем «Пытаннічкі» кандыдат у прэзідэнты Беларусі Ганна Канапацкая. Чаму вядзе сваю кампанію так правакатыўна і нават агрэсіўна, і пра ўсе іншыя нюансы яе як палітычнага, так і асабістага жыцця. І зноў асабістае прывітанне. Мы сёння і паговорым. Добрый дзень, спадарня Ганна. Яшчэ добры дзень, яшчэ раз добры дзень, прывітанне. Выбачайце, калі ласка, сёння крыху стомленая, таму, можа, буду крышку медленно і павольна распавядаць. Вы тады пераходзьце на тую мову, на якой у вас будзе зручней адказваць на нашы пытанні, а я, можа быць, для таго, каб вас падбадзёрыць і дадаць імпэту, пачну адразу з такога таксама правакатыўнага пытання, що ж таксама павінен быць нейкім правакатыўным журналістам. Спадарня Ганна, калі ішоў збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты, прэтэндэнтаў, я выходзіў адмыслова, там, скажем, на вуліцы, ездзіў да Камароўкі, глядзеў на гэтыя чэргі, якія стаялі да намётаў прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Бабарыкі, цапкалы, побач чэрычня была таксама, людзі стаялі да яго, Ціхановская, безумоўна. Але колькі я не так шукаў вось ваших намётаў, что-то не бачу, ваших і Дмітрыева. А потым да мне прыйшлі такія, ну, ёсць людзі, якія любяць на вуха нашаптаць і кажуць: Канапацкая свае галасы купіла, а Дмітрыеву Ярмошына насыпала сколько трэба. Так раскажыце, за сколько вы купілі галасы? Дмитрий, ну, мы с вами давно варимся в этой политической кухне. Вы как политический журналист, я как политический деятель. Мы с вами великолепно знаем, что не собираются подписи на пикетах. Да, пикеты дают красивую картинку. Да, пикеты позволяют собрать достаточное количество людей. Но поверьте мне, количество ошибок в подписях, которые происходят на пикетах, не позволяет говорить о том, что эти подписи могут быть предоставлены в ЦИК и могут быть ЦИКом верифицированы. Моя команда состояла из почти 1313 человек, такое замечательное число, 1313. Там были настоящие профессионалы. Там были люди, которые прошли не одну команду. Это были действительно люди, которые собирали для местной кампании, для президентских выборов, для парламентских кампаний. Мы ходили от двери к двери, мы ходили по крупным предприятиям, мы действительно проводили пикеты. И они не были массовыми только лишь потому, что мы очень внимательно относились к тем подписям, которые мы собираем. Поэтому количество бракованных подписей у меня минимальное. Давайте так, я, наверное, опережу ваш вопрос и отвечу на то, что да, к сожалению, у меня были проблемы с командой. К сожалению, да, было сильное воздействие на членов моей инициативной группы, были попытки их перекупить. Например, очень многие координаторы просто отказались со мной работать, очень многие координаторы просто не сдали энное количество подписей. Я действительно испытала шок, когда в понедельник я почти 35 тысяч подписей отправила по регионам, а в среду мне Ярмошина говорит в выступлении, что Канапацкая сдала всего лишь несколько сот подписей. Я, конечно, это был для меня такой удар и шок, что я сама персонально, вот начиная со среды, сдавала подписи во все комиссии города Минска и в Минский район. И мой руководитель инициативной группы поехала сдавать подписи в Витебскую область, там в Оршу, в сам город Витебск. И сейчас, вот, когда был отчет ЦИКа, например, я вижу и знаю, что мои подписи по Могилевской области не были сданы в полном объеме. Так а куды дзеліся гэтыя подпісы? Вот 35 тысяч нібыта былі здадзены, аказалася, па словах Ярмошынай, некалькі сотен. Куды дзеліся 34 800? Видимо, они остались дома лежать у тех активистов, которые не занесли их в территориальные комиссии. Чаму? Ну, это надо уже у них спросить. Ну, а вы не проводили свое внутреннее расследование? Зачем? Пусть это будет на их совести. Как ведать, с кем иметь справу, с кем не иметь справу в дальнейшем. Поэтому сейчас
я работаю только с теми людьми, на которые я могу положиться. Я очень благодарна тем активистам, которые, несмотря на все препятствия, несмотря на все препоны, несмотря на все то противодействие, которое было со стороны штабов иных кандидатов, все-таки продолжают со мной работать. Я им очень благодарна за поддержку, за ту работу, которую они делают, и за то, что они еще будут делать в период агитации. Добра, ўсё ж таки атрымліваецца, ну ці высветлілі вы вот гэтыя людзі не здалі, мне ўсё ж таки это цікава, гэтыя людзі не здалі подпісы, чаму у іх гэтыя подпісы нехта перакупіў, яны вырашылі, што Ганна Канападская пачала сябе паводзіць так, як гэта непрымальна для іх там па маральных нейкіх прычынах, і яны вырашылі вам адпомсціць, што? Дмитрий, я думаю, что эти вопросы вы можете адресовать тем людям, которые этого не сделали. Я очень благодарна вам, как журналисту, потому что вы действительно объективно освещаете события, и вы не уподобляетесь, как некоторые наши известные издания, и не пишете там со слов, сплетен, слухов или анонимных источников. Вы спрашиваете у меня, и я вам честно отвечаю. Я вам говорю за себя. Яшчэ одно можа быць такое выбарча-фінансавае пытанне. Усё ж такі я ведаю, што некаторыя штабы там яны это не хавалі, штаб Чэрычня там ці штаб Натальи Кісель, яны плацілі за подпіс сборщикам. Вы платили? Нет, я не платила за подпись, за сборщиком, за сбор подписей, и это было мое такое осенсованное решение, потому что я считаю, что человек должен сам встать с дивана и предпринять ряд мер для того, чтобы изменения в стране произошли. Безусловно, я могу это сделать сама, но это будет чуть сложнее и чуть дольше, чем если мы это сделаем вместе. Ганна Анатольевна, вам до гэтага часу не могуць прабачыць, пастаянна вот усплываюць у каментарах под любым вашим выступам гэты законопроект про гаранты Лукашэнкі. Может быть... Стоп! Сразу стоп. Даже вы совершаете эту ошибку. Я цитую так, як это успрымаецца людьми. Да, у вас это написано. Законопроект об гарантиях там президенту республики. Які страціў свае паўнамоцтвы і членам яго сям'і. Да, але ва ўсіх гэта успрымаецца, як Канападская дае гаранты Лукашенку недотыкальнасці. То есть вы представляете, насколько в нашем обществе укоренилась мысль о том, что в Беларуси только один президент, да, то есть у нас синонимы президент и Лукашенко. Ну, за 26 годов, пробачьте, уже могла укорениться. Так вот это и есть очень большая проблема для белорусов, что они не читают, что они не знают своих прав, они не знают своих возможностей, своих полномочий. Я писала для президента, который утратил свои полномочия, потому что я, как политик, выступаю за бескровный, за цивилизованный, за демократический переход власти в нашей стране. Я не считаю, что политик должен держаться на посту из страха быть растерзанным на площади. Я за независимый объективный суд, за судебное расследование. Я за то, чтобы любой человек был притягнут к отказности только в случае наличия доказательств. То есть атрымліваецца так, что вы писали гэты законопроект, может быть, и под себя. Для себя. Откуль у вас такая перакананасць, что вы выиграете гэтыя выборы? Я разумею, что палітык павінен, ідучы ў нейкую выбарчую кампанію, казаць, я перамагу, але тым не менш, вот, ну, часам аж занадта перакананасць, асабліва калі мы гаворым там не пра нейкія там парламенцкія там ці мясцовыя выборы, а пра прэзідэнцкія. Оставляя за скобками процедуры выборов в Республике Беларусь. Не покидая. Просто ведаючи ситуацию в нашей краине. Я единственный оппозиционный проевропейский политик, реальный соперник действующего президента. Я не запятнала себя связями с прокремлевскими кукловодами. Я провожу эту кампанию за собственные деньги. Я не верю и не поддаюсь всем тем фейкам, которые дискредитируют не только действующую власть, но и многих членов оппозиции. И я вижу особенно сильное влияние извне на внутреннюю ситуацию в Беларуси, и я не поддаюсь этому влиянию. Я действительно
участвую в этой кампании, понимая всю ту ответственность, которая сегодня стоит передо мной, как перед политическим деятелем, и понимая все эти вызовы, которые сегодня стоят перед страной, перед гражданским обществом, перед каждым из нас. Да, я ведаю вашу прозападную такую позицию. Проевропейскую. Проевропейскую Беларусь- позицию, хотя бы сыходзячы з таго, што ваша дачка вучылася ў еўрапейскім універсітэце. Дмитрий, давайте я вам расскажу полностью всю ситуацию. Дело в том, что когда у меня спрашивают: Анна, а не боитесь ли вы гнева властей? Я отвечаю, что я пришла в оппозицию в 1995 году. То есть всю свою сознательную жизнь я нахожусь в оппозиции к действующей власти. В 2014 году я ощутила на себе весь маховик государственной репрессионной машины. И мои дети вынуждены были уехать учиться за границу. Я с удовольствием, как мать, держала бы их под своим крылом. Но у меня не было другого способа оставить их в безопасности, как отправить учиться за границу. Потому что в 2014 году, после местной кампании, я получила и приход налоговых инспекторов на свое предприятие. Это были проверки ДФР, это были проверки Комитета государственной безопасности, это были сутки в связи с тем, что я участвовала в пикетах, в агитационных пикетах в поддержку политзаключенных или в поддержку пропавших политиков. Понимаете? Я заплатила свои штрафы. Это вынужденная мера обезопасить своих детей. Так поступила любая бы мать на моем месте. И поэтому сама власть виновата в том, что она потеряла хорошего, классного ученика в лице моей дочери. Да, моя дочь не захотела после 3 лет обучения в Германии вернуться в Беларусь. Но я очень надеюсь, что я, став президентом, смогу изменить ситуацию в стране настолько, что молодежь приедет к нам со своими европейскими знаниями, со своим европейским опытом, со знанием международных языков, с хорошими европейскими связями, и это будет способствовать тому, что Беларусь будет возрождаться для молодежи, для среднего возраста, для любых людей, для кого Беларусь – это родина. Я магу зразумець сітуацыю, якая склалася пасля таго, як вы сталі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, калі, ну, я не ведаю, як тут правильно сказаць. Я ведаю, што калі я скажу, што калі вы пасварыліся з АГП, вы скажаце, я ні з кім не сварылася. Калі яны пасварыліся, хорошо, калі ваши шляхі разышліся, калі там вот вы супрацьпаставілі адзін аднаму, я магу это зразумець, там розныя плыні, чаму это магло быць. Ну чаму зараз, падчас этой кампаніі такое адчуванне, што вы наўмысна рабілі ўсё, каб перасварыцца з усім, ну, назовем это так, палітычным эстэблішментам Беларусі. Пакрыўдзілі, здаецца, ўсіх, вот каго маглі. Дмитрий, вы ошибаетесь, вы помыляетесь. Не всех еще. Послушайте, ну давайте вспомним состав моей инициативной группы. Там были и представители БНФ, там были представители ОГП, там были представители Руха за свободу, там были представители белорусских христианских демократов, там были даже представители, немного, но молодежи, которая не принадлежит ни к каким течениям, но которые искренне верят в перемены в Беларуси. Вы поймите, мы сегодня находимся на таком этапе, когда объединение и консолидация возможна. Я сама неоднократно говорила о том, что я готова объединяться. Но я готова объединяться только с теми, для кого независимость и суверенитет Беларуси является ценностью, кто придерживается тех же экономических, политических взглядов на будущее Беларуси. Я не буду объединяться с девочками-чай-лидером или вот этими мальчиками из детского там ребячего шоу. Нет и еще раз нет. Время играть в политику закончилось. Пришло время делать настоящую политику. Я ее делаю. Я не буду делать красивую картинку для того, чтобы прийти и поставить подпись за Бабарика. Вдумайтесь, это равносильно тому, что Трамп придет и поставит подпись в поддержку Байдена? Или когда вдруг Мари Ле Пен скажет: ай-яй-яй-яй, Генеральная прокуратура Франции обвинила Саркози, давай-ка я выступлю в его поддержку и защиту. Глупо. Беларусь настрадалась уже достаточно для того, чтобы на ней проводились какие-то политические игрища. Все.
Игры закончились. Время делать настоящую политику. И если это должна сделать я это начала делать. Ну а что вы маете на увазе, каб людям просто растлумачыць под сапраўднай палітыкай? Вот это, як вы сказали, Чай-лидеры. девочки чай-лидеры на Бангалоры собрали на свою митинг 10 тысяч человек. Здорово. Игры НХЛ собирают по 20 тысяч человек. Но это не политика, это игра. Ну, политика это такая игра, может быть. Это должна быть... Хорошо, я сфармулюю по-іншаму. Для того, каб потым у кабінетах рабіць сапраўдную палітыку, ну, каб потрапіць в этот кабінет, трэба іграць з выбаршчыкамі, каб яны вас туды в этот кабінет посадили. Безусловно, да. И вот, я как раз-таки говорю о том, что сегодня белорусское общество созрело для того, чтобы их лидером был реальный действующий политик, а не вчерашняя домохозяйка. У нас уже был опыт, когда с больших трибун, с высоких трибун говорилось о том, что кухарка может управлять государством. Да не может кухарка управлять государством. Не может. Политик – это профессия. Ну, я ўсё ж таки вярнуся ізноўку до того, что палітыка – это профессия, але для того, каб стаць депутатам, ці стаць прэзідэнтам, тым больш, вот павінны прыйсці гэтыя стадыёны, вас падтрымаць. Вот вы скажете, я сапраўдны палітык, я раблю сапраўдную палітыку. Вы можете собрать стадыён? Думаю, что да. Проверим. Калі чакаць вот ближайший там митинг на стадыёне? Как только это будет разрешено белорусским законодательством. К сожалению, сегодня агитация на стадионах белорусским законодательством не предусмотрена. Добро, на стадыён помещается 20 тысяч человек, до прыкладу. 20 тысяч человек не на стадыён, а там, я не ведаю, там, где вы будете проводить ближайшие свою там сустрэчу з выбаршчыкамі, прыйдуць здольныя вот заклік такі сабраць? Да, безумоўна, да. Дарэчы, что наконт вот ваших сустрэч і мітынгаў? Калі я глядзеў учора по раскладзе пададзеныя заявки, ад вас была пададзена 0. Да, но точно так же, как... Я разумею, что час яшчэ ёсць, але вы плануеце ўвогуле? Безусловно, я буду использовать все те возможности, которые предоставляет мне действующее законодательство для того, чтобы вести свою агитационную кампанию. Кроме того, я сегодня использовала свое эфирное время на телевидении. Завтра я буду выступать в эфире Белорусского радио. Точно так же я буду использовать свое эфирное время там, 28 числа на телевидении, по-моему, там 26 на радио. Безусловно, я буду использовать все те возможности, которые дает мне действующее законодательство напрямую. Кроме того, я как юрист буду использовать те возможности, которые прямо не указаны, но и не запрещены. Например, я уже запланировала встречи с трудовыми коллективами, потому что любой участник избирательного процесса должен выполнять принцип равенства кандидатов при проведении агитации. Вот у нас есть сейчас один кандидат, которому разрешено выступать везде и всюду. Вот я в эти же места отправила запросы, что в период агитации они должны соблюдать действующее законодательство, и попросила пустить меня как кандидата в президенты для того, чтобы собраться с активом города, встретиться, с активом завода, предприятия, фабрики. Но посмотрим, как будет работать действующее законодательство. Выдатно. Я не выключаю того, что, там, скажем, на наступным тыдні у вас пройдзе сустрэча с актывам города Гомель, вот як сёння у Лукашенко. Вы такой оптимист? Да, але я чакаю, калі вот я змагу прыйсці зрабіць стрым з мітынга Ганны Канапацкай на Бангалоры, дзе будзе таксама там 28 тысяч человек. Вы думаете, я не думаю, что площадь Бангалор может в себя вместить 28 тысяч человек. Я думаю, что сегодня власть сделала все для того, чтобы у кандидатов в президенты не было возможности показать свою реальную поддержку. Давайте... Я ведаю, что вы сапраўдны палітык. Дата. Давайте говорить честно. Сегодня ни один из кандидатов не имеет необходимого для победы 50% плюс 1 голос. Не имеет. Но точно так же я могу сказать, что те 3%, которые навязывают нам различные, причем не белорусские средства массовой информации, они дискредитируют не только действующую власть, но и меня как оппозиционного политика, да и всю действующую оппозицию. Что мы за оппозиция, которая не могла справиться с 3% поддержки?
Давайте все-таки мы будем уважать сами себя, и члены оппозиции в том числе. Я отношу себя к этой оппозиции. Давайте мы будем включать критическое мышление и говорить о том, что мы способны изменить в стране. К власти в любой цивилизованной стране приходят с нормальной поддержкой в 23-27%. Это нормально, это правильно, потому что очень много сил включаются в политическую борьбу. Я згодны. Конечно, 3% это мем. Але все ж таки... Но в него поверили люди. Вы понимаете, какой дикий... Гэта дае ім нейкае, можа быць, імпэт для того, каб устаць з канапы і пайсці нарэшце нешта рабіць. Тогда это было бы здорово, если бы они встали и пошли. Но, к сожалению, большинство из них ограничивается злобными комментариями в интернете по отношению к тем кандидатам и членам их команды, которые что-то делают. И делают реальные вещи. И я единственный из кандидатов, у которого есть опыт законодательной деятельности. И мне сегодня проще говорить о том, что я не начинаю что-то, а продолжаю реализовывать те реформы, которые я уже начинала, будучи политическим деятелем в 2014-2015 году, будучи депутатом Палаты представителей. Дмитрий, мы вместе с вами работали над законопроектом об использовании и охране историко-культурных ценностей, герба погони и БЧБ флага. И точно так же сегодня в своей программе я ставлю это первоочередной задачей — возвращение национальных исторических символов. Это продолжение работы. На вашу думку, все ж таки, калі не 3%, які рэальны зараз рейтинг Александра Лукашенко? Ну, точно менее 50%. Я еще раз повторюсь, что ни у кого из действующих сейчас кандидатов нету необходимых 50 плюс 1 голос. Я тады вярнуся да вось гэтай сітуацыі, як я ўжо сказаў, што вы перасварыліся з усім істэблішментам. Вы вот узгадалі пра тое, што у вашай камандзе ёсць сябры партыі БНФ. Да, зараз у вас намеснік кіраўніка штаба вашага Игорь Ляльков, сябра БНФ. А у той же час, вот я читаю... Извините, но Чигирь это член Объединенной гражданской партии, и, как любят говорить некоторые руководители Объединенной гражданской партии, это такой, знаете, столб и символ, старейшина ОГП. Ну да, тым не менш, вот сённяшні допіс Алексея Янукевича, лідера партии БНФ. У 2015 годзе улады... Да, у 2015 годзе улады запустили на выборы карикатуру на русский мир. У 2020 вырашылі паспрабаваць пагуляць на супрацьлеглым полі і запустили на выборы карикатуру на БНФ. Я удакладніў, каго ён мае на ўвазе. Ён сказаў: ну-ка, на пацкую, каго ж яшчэ? Какое дачыненне мае Канапацкая до Белорусского народного фронту? Я вельмі удзячна... Да фронту не, карикатура. Ну, если для... Правда, тут же з'явіўся ў каментарах Сергей Чалы, які написал, что БНФ у карикатуры нема патрэбы. Я в любом случае очень благодарна руководству БНФ, которое разрешило своим сопартийцам участвовать в работе моей команды. Я очень им за это благодарна. И я понимаю и уверена в том, что именно... Моя программа и именно наши цели совпадают, потому что независимость Беларуси — это действительно ценность для меня и для членов БНФ, и для вас тоже. Никогда ни за какие деньги мы не будем торговать независимостью и суверенитетом нашей страны. Для нас это неприемлемо. Ну, глядзіце, спадарня Ганна, вот у мяне в эфиры былі усе удзельнікі з сёлетняй выбарчай кампаніі. Усе яны на мае пытанні ў лоб казалі, заяўлялі, кляліся на крыві фактычна, што для іх... Где пятна? Незалежно помыли. У вас хорошие уборщики. Да, что незалежность Беларуси для их является непорушным таким вот просто идеалом, на які яны ні ў якім выпадку будуць бараніць усімі сіламі. Да, но говорить... Гэта тычыцца і, як вы там сказали, хлопчыкаў-спойлераў і... хлопчыкаў з дзіцячага садку і... Дзяўчынак чай-лідершів. Да. Да, но только я одна, еще будучи депутатом Палаты представителей, инициировала процесс по
расторжению договора о союзном государстве. И я сегодня единственная, кто заявила в своей программе, что для меня это один из наиважнейших пунктов, потому что договор о союзном государстве нарушает Конституцию не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации. Я делаю, а не говорю. Вот в этом тоже принципиальное отличие меня от всех остальных. Я делаю, я сделаю. Тым не менш, вы кажаце пра тое, што сёння ніхто з альтэрнатыўных кандыдатаў не мае рэйтынг 50+1. Да. Значыцца, вельмі актуальна пытанне аб'яднання. Вось пасля таго, як вы вот так вот ахарактарызавалі ўсіх удзельнікаў гэтай выбарчай кампаніі, пра якое аб'яднанне можна казаць? Ці оно вам не патрэбнае? Еще раз повторяю, что я готова объединяться с любыми силами, с которыми у нас совпадают цели, задачи, европейский путь развития Беларуси. Ну, судячы па ўсім па тым, што вы ўжо сказалі да гэтага, сярод гэтых удзельнікаў выбарчай кампаніі такіх няма. Нет, к сожалению, из лидеров этой кампании таких нету. Но ведь в кампании участвуют не только лидеры, в кампании участвуют команды. И я знаю, что в этих командах есть люди, которые разделяют эти ценности. Есть люди, которые готовы за эти ценности сражаться, Ну вот, бороться. лідера робіць каманда. Чаму вы не думаете, што, скажем так, каманда, якая зараз там сабралася вакол штаба Бабарыкі, да прыкладу, ці каманда вакол... Потому что они нарушают действующее законодательство. Потому что помогать в проведении агитационной кампании может только доверенное лицо. А доверенным лицом может быть гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий на территории Беларуси. Делайте выводы сами. Чакайте, вы зараз про які нюанс? То что-то мы так перескочили с одного на іншого. Я говорю о том, что прежде всего необходимо соблюдать действующее законодательство и уважительно относиться ко всем участникам избирательной кампании. И нельзя вводить людей в заблуждение. Хто кого падмануў? Давайте расставим все кропки над «и». Так я уже расставила... Улада следчы камітэта абвінаваціла, калі мы кажам пра каманду Бабарыкі ў дадзеным выпадку, самого Бабарыку у фінансавых там нейкіх парушэннях. Ну, для этого существует суд. К сожалению, да. Вера в справедливость белорусской судебной системы очень низка. И, кстати, это один из пунктов моей предвыборной программы и одно из моих преобразований на посту президента Беларуси – реформа судебной системы и повышение доверия к судебной системе Беларуси. Но при этом я остаюсь юристом, и я не буду обвинять людей без наличия решения суда по тому или иному делу. Добра, мы зараз говорим не про спадара Віктора, а про вот команду, якая зараз працягвае ўдзел. Вот вы все ж таки их как бы так намекнули на то, что они порушают законодательство. У чым конкретно? Я уже сказала, что для проведения агитационной кампании и для оказания помощи в проведении кампании могут участвовать только граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории страны. Есть лица, которые постоянно не проживают на территории Беларуси. Угу. Добра. Паколькі ўсіх нюансаў гэтых не ведаю, тым не менш, вось у нас пытаюцца, да прыкладу, ці згодная будзе, скажем, Ганна Канапацкая далучыцца ці падтрымаць Светлану Ціхановскую, калі будзе відавочна, што большасць народу как бы выступае за яе. Я не вижу пока того, что наши цели и задачи со Светланой совпадают. Я вижу, что у нее одна задача и цель – вытащить мужа из тюрьмы. Простите, это не государственная задача. Я очень сочувствую ей как женщине и как мать. Я еще раз повторяю, что я была уже под маховиком белорусской репрессионной машины, но цель президента – это изменение на благо страны, государства и человека. Мы должны прежде всего видеть в гражданине человека, личность. Але пагадзіцеся, даволі такі яна сама кажа, што вот я еще слухаў яе выступ, яна сама кажа, што мне ўлада не патрэбная. Да, яна не хавае таго, што яе мэта вызваліць мужа найперш, ну і ввогуле як бы у аб'яднанага штаба вызваліць усіх палітвязняў, якія ёсць на сёння ў Беларусі. Тым не менш, іх яе агучанае асноўнае, так бы мовіць, абяцанне, ці мэта, ці такая вось веха, да якой яна імкнуцца, а праз паўгады максімум пасля перамогі аб'явіць новыя прэзідэнцкія выбары, якія пройдуць ужо
сумленна, празрыста, у якім возьмуць удзел усе жадаючыя. То есть она считает, что сегодня белорусская экономика способна выдержать еще одни выборы. То есть она считает, что она может вводить людей в заблуждение и говорить о том, что да, голосуйте за меня, но мне это не надо. Она противоречит сама себе. Цель любой политической силы – это приход к власти и проведение реформ в любой стране. Ну, мэта можа быць там, як і абвінавачваюць яе і тая ж самая, скажем, Лідія Ярмошына, каб любымі сродкамі змяніць існуючую ўладу, а потым ужо так бы на падмурку гэтых вот руінаў правесці новыя справядлівыя сумленныя выбары, на якіх, можа быць, вы сумленна выйграеце. Так я и сейчас могу выиграть честно. И давайте опять вернемся к тому вопросу, что вопрос законности проведения выборов 7 августа остается открытым. То есть именно потому, что не решен вопрос легитимности 7-го созыва Палаты представителей. Именно потому, что при сокращении полномочий Палаты представителей 6-го созыва была нарушена Конституция. Власть изначально поставила себя в условия, когда эти выборы по внутреннему законодательству могут быть признаны недействительными. Скажите, вот все ж таки, як юрист, вот як вы можете удзельнічаць у нелегитимном деянии? Я не удельничаю, я продолжаю свою политическую деятельность. И для любого политика, для любого серьезного политика участие в электоральной кампании – это возможность реализовать те идеи, те реформы, сторонником которых он является. Я, как юрист, как раз-таки пытаюсь доказать или получить доказательства того, насколько легитимно или нелегитимно с Палаты представителей 7-го созыва. И пока у меня сегодня нет доказательств того, что Палата нелегитимна, я соблюдаю действующее законодательство сегодня и участвую в данной электоральной кампании. Вы сказали про то, что я и сёння могу сумленно выиграть эти выборы. Для того, чтобы сумленно выиграть выборы, повинны в Украине быть сумленные выборы. Яны есть? Конечно, мы с вами великолепно понимаем, что сегодняшняя ситуация с выборами не соответствует стандартам ОБСЕ. И опять же таки, я здесь имею огромное преимущество, потому что я не только говорю, но я делаю. Мой законопроект о внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс был внесен в Палату представителей. Но действия властей в нарушении Конституции Республики Беларусь не дали возможности рассмотреть этот законопроект хотя бы в первом чтении. То есть время делать я сделаю. Тым не менш, вот все ж таки, что рабіць? Вот есть у вас план. Мы уже с вами говорили на гэтую тему. Я хочу яшчэ зноў поднять, потому что зараз на фоне того, что... А водичку можно еще? Зараз мы попросим, каб нам принесли. Ну, давайте, ладно, пока никого нет. Мы тут с вами одни в студии. Да. Сбили меня с думки. Значит, неужели такая не глубоко у вас была? Или так, наоборот, глубоко убежала? Просто да, я действительно сегодня очень много говорила. Зараз я попрошу, каб принесли воды. Теплой. Принесите, коли ласка, воды. Есть там кто еще в студии? Вот так, Дмитрий, мы с вами так эмоционально размовляем, что все, наверное, уже разбежались. Да, не, все нормально. Зараз принесуць. Я про что хотел сказать. Да, зноў падымаецца, нягледзячы на то, дакладней, з-за таго, што заклікаюць усе удзельнікі гэтай кампаніі людзей прыходзіць і галасаваць 9 числа. Ізноўку ўзнікае пытанне, як абараніць свае галасы. Вы самі толькі што сказалі, што мы выдатна разумеем, у якой краіне жывем, у якой сістэме праходзяць гэтыя выборы. Як абараніць галасы, отдаденные за вас? Дмитрий, ну, во-первых, это для меня. Спасибо. Дмитрий, во-первых, сегодня существуют технологии, которые позволяют, по крайней мере, точно и достоверно определить, сколько человек проголосовало и кому они отдали свой голос. А во-вторых, как я уже говорила, никто сегодня не имеет необходимого 50 плюс 1%. И мы не знаем, как поведут себя члены участковых избирательных комиссий, потому что, к сожалению,
за последние там 20 лет мы все набрасываемся на членов участковых и избирательных комиссий, обвиняя их в совершении правонарушения, но никто из нас никогда не задумывался о том, чтобы консолидироваться и объяснить этим людям, что они совершают это правонарушение. И, конечно же, мы не консолидируемся для того, чтобы защитить их в будущем. Очень легко обвинять, но очень сложно прийти к человеку и сказать: пожалуйста, не нарушай, и мы сможем тебя защитить. Вот у нас очень многие политики сегодня берут на себя ответственность и призывают людей на площадь, но они не готовы нести то бремя ответственности, которое ляжет на них, когда этих людей будут штрафовать или будут сажать на сутки. То же самое мы сегодня. Голословно изначально обвиняем всех участников комиссии в подтасовке, но мы не знаем, какие основания есть у них для того, чтобы так поступать. Может быть, они не чувствуют себя виноватыми, когда видят поддержку 63% и рисуют 65%. Может быть, они считают, что они делают благое дело. Вам шмат вот вельмі таких каментароў про тое, что вы у сваім допісе, калі тлумачылі, что адмаўляецеся ад дэбатаў, зараз вы вот назвалі гэтых кандыдатаў мужского роду хлопчыкамі з дзіцячага садку, але там вы назвалі хлопчыкамі спойлерамі. Так вось тут сцвярджаюць шмат хто, ну дакладней лічыць, што спойлер менавіта вы. Дарэчы, вось і Юрый Дракахруст выказваў такое меркаванне, дадаўшы, праўда, пры гэтым: са свечкай не стаяў, сцвярджаць не буду, тым не менш такое ўражанне складваецца. Вы на гэтай годнай пасадзе спойлера замянілі Гайдукевича? Вы знаете, я уже говорила, но я с удовольствием еще раз повторю, что я единственный оппозиционный проевропейский политик, реальный соперник действующему президенту. И сегодня вот по телевизору была озвучена моя программа. Я уверена, что никто, кроме меня, не поднимал те вопросы, которые ненавистны сегодня действующей власти. Это вопрос национальных государственных символов, это вопрос равенства двух языков, это возврат к Дню независимости 25 марта. Это те, которые мальчикам-спойлерам не дают говорить. И возвращаясь к девочкам-чай-лидерам, как можно быть за независимость Беларуси и запрещать использование БЧБ-флагов? Вдумайтесь, о каком объединении вы говорите. Дарэчы, на гэтую тэму спрэчка у Фейсбуку таксама ішла, і потым доказаў таго, што была забарона менавіта выкарыстання нацыянальнай сімволікі, ніхто не змог прывесці. Да, я звярну увагу на тое, што было вельмі мала нацыянальнай сімволікі на Бангалоры ў гэты дзень. Да, але забарона. Дмитрий, мне приятно вспомнить, что вы с удовольствием приняли от меня в подарок по окончанию моей работы в Палате представителей БЧБ-стежок, который все 3 года простоял у меня на столе в Палате представителей. Я была горда тем, что этот символ стоял у меня на столе. Я была единственным депутатом, у которого не было других знаков. Да? То есть у меня не висел портрет действующего президента, у меня не было герба красно-зеленого, у меня был наш исконно белорусский национальный символ. Вы хотите сказать, что спойлерам бы позволили так делать? Добра, это мы да спойлераў, а зараз да таго, што ўсё ж таки адкуль гэта вот пайшло, што была канкрэтная забарона, я там не ведаю, там ад Тихановскай, ад Колесниковой. Я прочитала это в телеграм-канале. Я прочитала об этом в телеграм-канале. Факт-чекинг трэба рабіць. Анна Анатольевна. Вы знаете, что я настолько привыкла к тому, что все телеграм-каналы поливают меня грязью, а об остальных кандидатах говорят только хорошо и только правду, что я не сделала никаких заметок или ничего не занотировала. Ну, скажите, все ж таки, может быть, вы сами вот спровоковали такую реакцию телеграм-каналов, пачаўшы свою выбарчую гэтую кампанію, ну вот фактычна першае, што зрабілі, это абразілі Віктора Бабарыку. Ну,
Но вы ошибаетесь. Вы Не? тогда не очень внимательно следите за моей политической деятельностью, потому что атака на меня со стороны российских, пророссийских СМИ и телеграм-каналов началась еще с того злополучного послания президенту, после которого был выдворен из Беларуси тогдашний посол Российской Федерации в Бабич, Беларуси, да. господин Бабич. Ну, Вот уже тогда я это да выбарчай кампании прэзідэнцкай не мае ніякага дачынення. Здравствуй. Гэта мае дачыненне да ваша... Нет, Дмитрий, я реальный политик. И я великолепно знаю и понимаю, что для политика не бывает вчера, сегодня началась кампания, заканчивается кампания. Нет. Политик каждый день занимается своей политической деятельностью. И моя политическая деятельность по восхождению к кандидатуре на пост президента Республики Беларусь началась с первой пресс-конференции, когда я сказала, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я зразумеў, як сапраўдны канспіролог, я зараз зразумеў, што вот і вылучэнне ввогуле Віктора Бабарыкі гэта была помста ад прарасійскіх сіл вам, каб вам не даць прабіцца ці там займець вышэйшы рэйтынг. Бинго! Но еще раз повторяю, что невозможно верить человеку, для которого независимость и суверенитет Беларуси не является ценностью, который готов сделать из Беларуси губернию Российской Федерации и ввести здесь российский рубль. З чаго вы так узялі? С его интервью. Я очень внимательно читаю то, что пишут про иных участников, что пишут и говорят иные. Я рыхтуючыся да нашай размовы з ім, інтэрв'ю, якое мы рабілі, таксама уважліва чытаў яго інтэрв'ю, потым уважліва яго тут дапытаваў, і вот таго, што вот зробім менавіта, я іду, каб зрабіць северо-западным краем Беларусь, нема, наадварот, а калі прыгадаць яго... А мы сейчас говорим о моей работе в качестве кандидата в президенты. Да. Давайте тогда будем все-таки говорить про то, что я сегодня кандидат в президенты Республики Беларусь. И для меня суверенитет и независимость Беларуси являются истинной ценностью. И я не буду торговать это ни за какие деньги. Я за это зачапіўся толькі з-за таго, каб разабрацца ў вас, все ж таки зразумець, адкуль у вас такая вот нелюбоў да гэтага чалавека ўзнікла. Вот... Никоим образом. Простите, я лично с ним не знакома, и мне не за что его любить или ненавидеть. Я оцениваю его с точки зрения его выступлений, с точки зрения его публикаций в прессе, не более того. Все, мы закончили на эту тему. А я протягну... Анна Конопадская, кандидат в президенты Республики Беларусь. Я протягну крыху по-іншаму. Я просто звярну увагу, што Ганна Конопадская, спачатку на той момант прэтэндэнт у кандыдаты, а потым кандыдат, вот как бы шмат гаварыла так вот, ну, крытычнага у бок Бабарыкі, а Гайдукевич у бок Цапкалы. Такое адчуванне, что вы вот нібыта так подзялілі. Вот я этого топлю, а я этого. Вы, опять же таки, не очень внимательно следите за моими выступлениями, но пусть это будет на вашей совести. Следующий вопрос. Добра, я до рэальнага палітыка. Спадарня Ганна, ўсё ж такі палітык, вот як па мне, ён павінен быць вельмі хітры. Я зразумею, павінны быць ідэалы, павінны быць вот тое, што ты вот трымаеш у сябе, але я дасягну сваёй, там, скажем, мэты, стану там на пасаду, буду абраны такую ці такую, і там-то я ўжо развярнуся сваю там ідэі буду прасоўваць. А да гэтага часу я магу і з гэтым аб'яднацца, і з гэтым галоўнае дасягнуць мэты. Я могу объединяться со всеми, с кем наши цели и задачи совпадают. Я устала уже об этом говорить, Дмитрий. И вам я уже здесь это говорила. Да, так я про это ж вам и говорю, что на сегодняшний день вы могли бы там как бы там не афишевать там вот что тут у гэтым наши задачи не супадают, у гэтым с гэтыми не супадают, объединались, перемогли. А потом уже сказать, так, давайте объединяться, я готова, приходите ко мне, я буду с вами работать. Пожалуйста, я открыта для любого сотрудничества. Я на примере своей инициативной группы показала, что я могу быть лидером у абсолютно противоположных групп людей, у которых разное мнение. Еще раз повторяюсь, посмотрите, я объединила в своей инициативной группе, даже сейчас у меня вот в списке доверенных лиц и представители БНФ, и представители Громады, и представители БХД.
Да, я, с одной стороны, выступаю за суррогатное материнство, а с другой стороны, я говорю, что власть должна признавать тот брак, который заключен и в церкви в том числе. Я могу объединять. И с этого получается хорошая плодотворная работа. Вот я не здзіўляюся зараз, чаму наша апозіцыя, не апозіцыя, ввогуле, как бы так, альтэрнатыва Лукашенку не здолела за столькі гадоў аб'яднацца. Я пытаюся... Это тоже мое самое большое разочарование Да. белорусской оппозиции. Ну, в дадзеным выпадку я што чую? С аднаго боку, у прадстаўнікоў аб'яднанага штаба я пытаюся, ці будете аб'ядноўвацца з іншымі кандыдатамі? Яны мне кажуць, ну, хай яны прыходзяць до нас, объединаемся. Я пытаюсь у вас, мне кажется, хай яны приходят до меня, объединаемся, может быть. Ну, я кандидат То президента. есть сядем все и будем чекать, кто до кого придет. Я кандидат президента Республики Беларусь. Я своими действиями, своими словами, своими делами, поступками показываю те изменения, тот проевропейский путь развития, к которому я буду стремиться. Еще раз повторяю, я за использование национальной белорусской символики. Я за выкарыстанне беларускай мовы. Я за тое, каб не было палітвязню. Что я еще? Я показываю на примере своей инициативной группы, что я могу быть лидером различных объединений с различными точками зрения. Ну что ж... Ганна Конопадская. Голосуй за Ганна Конопадская. Агитация, она уже разрешена. Зраблю. Я зраблю. Да. И что ж вы зробите? Перший ізноў воды. Ну... Ганна Анатольевна, на вас воды не напасешься. Ну... Зараз еще раз попросим. Артем, принеси еще воды. Довел свою гостью до того... проблемы со связками, со складками голосовыми. Да. Сколько у нас еще времени? У нас еще 14 хвилин. Так. А есть какие-нибудь вопросы не от вас, а от наших зрителей? Калі ласка, спытайте у Конопадской, на что яна различивая, вылучился у кандидата, у яе нема падтрымки. На победу. И я единственный из кандидатов, у которого есть шансы вытащить действующего главу на второй срок. Так, что ж вам еще? Дякую. Зато смотрите, мы покажем в эфире все кружки, которые есть у Еврорадио. Или там реклама идет? Не, вот сцвярджаюць таксама, што ніхто не будзе з вами аб'ядноўвацца. Ганна Анатольевна, вы шпіёнка КДБ. О, это уже какое-то новое прозвище. Наверное, скоро появится мем. Шпіёнка КДБ. А что значит новое? Да гэта якое было? ФСБ? Спойлер. А, спойлер просто. Спойлер, да. Я уже думал, может быть, ФСБ. Не, ФСБ не вы. Там, Нет, вас, вы знаете, вас туда что не, после Бабича вас туда выгнали. Я как раз-таки, да, единственный кандидат, который не скрывает того, что я провожу кампанию за свои деньги, и я все сделаю для того, чтобы Беларусь развернулась к Европе демократическим мирным путем. Добро, Игорь... Не прочитаю прозвище, правильно, боюсь помылиться, тому не буду читать. Буду голосовать за Конопадскую только за ее слово, что она проевропейский политик. Но у меня есть доказ. Я единственная, с которым европейские политики разрешили рассказать публичной встрече, выложить фотографии. То іншыя пишут, что апроч хайпа на национальных символах вы можете пропановать? Экономические реформы, политические реформы, социальные, судебную. И я еще раз повторю, что я не просто предлагаю, я буду продолжать те реформы, которые я уже начала, и будучи в активной политической деятельности и будучи депутатом Палаты представителей. И здесь вы мне, Дмитрий, в помощь, потому что вы, как никто другой, знаете, что мы вместе с вами работали над рядом законопроектов. И вы уже неоднократно брали у меня интервью, и я выступаю за частную собственность на землю, я выступаю за амнистию капитала, я выступаю за развитие
равных условий для всех форм собственности, для всех субъектов хозяйствования. Я ярый сторонник приватизации и продажи неэффективно используемого государственного имущества. Я за поддержку материнства и детства. Я за контрактную армию, профессиональную контрактную армию. Я за то, чтобы сейчас на первом этапе просто повысить возраст для мужчин до 20 лет, для того, чтобы они могли быть призваны в вооруженные силы. Вось таксама пытаюцца, чаму вы не былі на вуліцы гэтай зімой, калі мы былі супраць дарожных мапаў? Ну, маецца на ўвазе вот акцыі за незалежнасць. Я была и на улицах, и я, как тогда еще действующий депутат, предпринимала все предоставленные мне законодательством возможности для того, чтобы остановить реализацию этих дорожных карт. Еще раз повторюсь, именно я была ярым противником подписания этих карт. Я даже обращалась в Генеральную прокуратуру с жалобой на тогдашнего министра экономики, который был руководителем этой рабочей группы, чтобы и гражданам Республики Беларусь, и депутатам были открыты все условия, которые содержатся в этих дорожных картах. Я выступала и выступаю за денонсацию договора о создании союзного государства. Этот договор противоречит Конституции Республики Беларусь и нарушает Конституцию Российской Федерации. Я выступаю за выход Беларуси из договора об АДКБ и за расторжение договоров аренды Российской Федерации военных баз в Беларуси. Тыя, хто не глядзеў ваш выступ сёння па тэлебачанні, пытаюць у яе, ці можа яна гаварыць па-беларуску. Ну вот я глядзеў, і ввогуле ведаю Ганну Анатольевну, можа гаварыць па-беларуску, можа быць не так жвава, як гэта я раблю, тым не менш, да, з мовай у яе лепш, так, чым... Я выступаю за роўнасць моў, і я вельмі паважаю тых нашых суграмадзян, якія выкарыстоўваюць яе кожны дзень, і з павагай да ўсіх гэтых грамадзян я сёння зрабіла свой выступ на беларускай мове, а таксама другую частку на рускам языке. Пытаюцца у вас, якім будзе ваш першы дэкрэт на пасадзе прэзідэнта, ці закон? Страна должна жить по законам. По законам. Единственным законодательным органом в демократической Беларуси является парламент. Парламент будет определять те законы, по которым будет жить страна. Я против декретов и указов. Я против того, чтобы единолично решались такие существенные для жизни страны вопросы, которые подлежат разрешению законом. Аноним пытается, претензии выставляя мне, чему я не читаю все комментарии Конопадской. Ну, аноним. Пачнем з таго, што толькі у Ютубе ўжо больш за 200 каментароў, а трансляцыя ідзе апроч гэтага ў Фейсбуку, Аднакласніках, ВКонтакце і ў Твиттары. Там агулам больш за 700 каментароў. Прачытаць усе я просто не здольны. Дміцер, а давайте тады з вами дамовімся на новую сустрэчу, і можа вы з гэтых вось 1000 каментароў выбераце самыя жвавыя, самыя цікавыя, і я з задавальненнем или на іх адкажу. Михалычу адкажыце, як вы лічыце, колькі адсоткаў за вас прагаласуе 9 жніўня? Я думаю, что не менее 23%. А колькі вам намалюе Лидия Михайловна? Ну, тогда этот вопрос к Лидии Михайловне. Ну, а реально, вось ведаючы удзельнік... Я говорю про свою реальную поддержку. Я разумею, Владимир Некляев быў у мяне в эфіры і расказваў про тое, што вот ён ведае, паколькі назіральнікі былі прысутнічалі, што, скажем, на адным участку там за яго 30%, за адным на другім 40% прагаласавалі, а яму написали 2%, 3%, і нікому нічога не дакажаш. Ну, рэальныя ваши 20%, 25%, а намалююць 2%, і што? Я буду использовать все предусмотренные законом способы и средства для того, чтобы опротестовать незаконные результаты выборов, но в любом случае меня это не остановит. Я буду продолжать свою политическую деятельность на благо Беларуси, на благо каждого белоруса. Но, видать, тыя, хто подключыўся
поздновато пытаются задаюць пытанні, якія мы уже абмяркоўвалі, там да прыкладу наконт вяртання герба пагоні і бел-чырвона-белага сцяга, альбо пра подпісы, якія там нібыта не зніклі ці з'явіліся ці не данесены. Пра ўсё гэта мы гаварылі. Наша размова будзе захаваная, так што зможаце пераглядзець спачатку і даведацца адказы на вашыя пытанні. Я вярнуся, паколькі у нас не так шмат часу засталося. Такім чынам, вы перакананы ў перамозе над Александром Лукашенко на гэтых выбарах? По крайней мере, в электоральной победе, да, безусловно. А в электоральной победе над Светланой Тихановской? Тем более. То есть, нягледзячы нават на тую падтрымку, якую мы назіраем, пачынаючы ад яе акцый, мітынгаў, сустрэч і заканчиваючы Фейсбуком. Давайте говорить о том, что большая часть поддержки не Светлане как участнику электоральной кампании, а большая часть поддержки это каналу, YouTube-каналу, либо ее мужу, либо ей как женщине и как матери. Я сама как женщина и мать великолепно, я ее понимаю, я действительно ей сочувствую, и она может рассчитывать. То есть еще, когда первый раз, там, по-моему, в декабре месяце Сергея посадили, я связывалась с его адвокатом, я перечисляла им деньги для поддержки. Я действительно понимаю, в каком тяжелом состоянии находилась тогда Светлана и, может быть, находится сейчас, хотя она молодец, хорошо держится. Но Светлана может рассчитывать на мою помощь как на юриста, и когда я буду президентом, я сделаю все для того, чтобы в Беларуси не было ни политических заключенных, чтобы в Беларусь вернулся независимый суд, чтобы в Беларуси было повышено доверие к органам власти, к органам правосудия. То есть это моя одна из первоочередных задач на посту президента Республики Беларусь. Я тут з вами, може, не пагажуся, але не буду казаць пагадзіўся, не пагадзіўся, просто выкажу сваё такое меркаванне. А можа быць, вот вы кажаце, падтрымліваюць не саму Светлану, таму што яна не палітык, падтрымліваюць, можа быць, не столькі і, там, скажем, YouTube-канал Сергея Тихановскага, хотя і гэта ёсць. А можа быць, просто вот людзі, якія прыхільнікі пераменаў, выбралі яе такім сцягам, там, ці нейкім такім ядром, вакол якога сабрацца і нешта рабіць, а не вас, і вам зайздросна. Вы знаете, что на самом деле я тоже с вами не совсем соглашусь, потому что я тоже наблюдаю за развитием ситуации в Беларуси, и я вижу, что, скорее всего, это протестный электорат, да, который голосует против. Да. Но давайте вспомним нашу белорусскую историю. Один раз мы уже проголосовали против. И что мы имеем? 26 авторитарного режима. То есть вы зараз супраць вот этого голосования хоть кого, абы не Лукашенко? У нас уже было хоть кого, абы не Кебич. Давайте мы будем извлекать уроки из нашей истории. Это наша современная история. Она была не так давно. Хоть кого? Выбачайте, все ж таки, я памятаю, ты потому часы что Кухарка не может управлять государством. Опять же таки, давайте вернемся к нашей истории. Не может Кухарка управлять государством. Вы зараз образно и конкретно про Тихановскую. Я сейчас цитирую, вернее, как бы в противовес цитате, которая была сказана одним из политических лидеров 20 века, что и Кухарка может управлять государством. Не может. Везде должны быть профессионалы. Да, к сожалению, сегодня за 25 лет вот этой такой авторитарной власти нас приучили к тому, что в стране все решает один человек. Нет. Люди сами должны вовлекаться в принятие решений, тем более политических решений на всех уровнях власти, с самого верха до самого низа. Ну і, може бути, на завершення криху такого агульного. Спадарня Ганна, вы так перакананыя ў сваёй перамозе, што ў мяне нават нараджаецца такое подозрение, не што вы спойлер, а што сам Александр Григорьевич так вот сказал, яна будзе маім пераемнікам. И вы так спокойно идете уже до президентского кресла. И поэтому я предложила законопроект о гарантиях президенту, тратившему свои полномочия. Конечно. Вот, видите, шматходовочка, ну. Вот. Видите, как мы хорошо думаем о наших
сегодняшних соперниках. Так что, так і ёсць, я угадаў. І ў Тогда- такім выпадку, ці выбралі вы ўжо сукенку, у якой пойдзеце на інаўгурацыю? Этот вопрос остается открытым. Я была бы очень рада, если бы это было платье от белорусских дизайнеров. Я действительно пользуюсь их коллекциями, и это иногда очень здорово и красиво. Мой любимый цвет красный, он совпадает с цветом наших государственных символов. Бело-красно-белый. Смотрите даже сейчас. Да, дарэчы, а вот такі жест, сімвал вашай кампаніі, які вы такі прадэманстравалі адзін жест, і О. Алесь Таболіч вас абвінаваціў тым, што вы скралі ягоны жест, але вот ну, некаторыя... кстати, вот там у меня на странице в Фейсбуке уже, по-моему, кто-то доказал Таболичу, что этот жест был использован еще группой КИС давным-давно. Да. При всем уважении Не, як к як- Александру Григорьевичу, он не обладает правом собственности, тем более никакими интеллектуальными правами на данный знак. Но все равно, если вы помните мой слоган «Я зараблю», «Я сделаю». Будем спадзявацца, што зробіце ў тым выпадку, калі падтрымка ўсё ж таки будзе. І вот, спадарыня Ганна, вот... Без подтримки очень сложно сделать, но возможно. Просто это будет чуть дольше и чуть сложнее. Я паспрабую абавязкова наведацца на першы ж мітынг, не сустрэчу на прадпрыемстве, а мітынг, які вы будете ладзіць на адкрытай пляцоўцы дзе-нибудь там у дазволеных мясцовымі ўладамі месцах. Ну і ацэню сам узровень падтрымкі. В любом случае, спасибо вам за поддержку и в период агитационной кампании, и в период кампании по сбору подписей. И спасибо вам за ваше объективное освещение тех событий, которые происходят сегодня в Беларуси на электоральном поле. Спасибо. Дякую вялікі. Ганна Канапацкая, кандидат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Наша праграма «Пытаннічкі». Заўтра, в сераду, «Пытаннічкі» с Сергеем Чэрашнем, 19:00. Не пропустите.